Арена на Крестовском острове должна стать одним из самых высокотехнологичных спортивных сооружений мира. Выдвижное поле и раздвижная крыша позволят стадиону принимать не только футбольные матчи, но и фестивали, концерты и практически любые другие массовые мероприятия. Выкатное поле, чьи вибрации сегодня активно обсуждают, сконструировал предыдущий подрядчик компания «Трансстрой». Еще в прошлом году она с гордостью сообщала, что вся конструкция полностью от проектирования до производства и монтажа произведена в России. 10 августа этого года стало известно, что тендер на завершение строительства «Зенит-арены» выиграл «Метрострой» и стал уже третьим подрядчиком. Тогда же пресса писала, что бетонное основание чаши стадиона было залито неровно, из-за чего 18 рельсовых путей лежат волнами, выступая относительно друг друга в среднем на 6 мм. Для устранения проблемы требовалось демонтировать конструкцию и шлифовать бетон. 24 октября прошли первые испытания. Здесь возникла и первая проблема. На выдвижение поля ушло 7 часов, хотя по проекту требуется 2. Когда до конца оставалось около 15 метров, погрузчики, толкающие платформу, забуксовали. Им могли помешать как раз неровности в чаше стадиона. 27-го на газоне состоялся первый матч. Команда генерального подрядчика «Метрострой» сыграла против субподрядчиков. Никаких подпрыгивающих футболистов зрители и журналисты не заметили. Вы попробуйте представить себе в несколько тысяч тонн конструкцию, и как бы вы не прыгали по ней, вы ее не раскачаете. Это 100%. А 31 октября стадион тестировали чиновники ФИФА. Тогда и выяснилось, что он не соответствует нормам организации Кубка Конфедерации и Чемпионата мира, который должна принять арена. В России рекомендовали заменить выкатное поле на стационарное. В Инстаграме появилось видео испытаний, как утверждает автор, того самого поля. Никакие чиновники ФИФА там, конечно, не прыгали. Пользователь с ником Алексей3750 пишет, что причина вибрации в конструктивных особенностях. Малый вес поля, недостаточно опор, зазоры между балками и листами основания. Ничего непоправимого здесь нет. Все устраняется разными способами. От домкратов до заделки стыков между балками и металлическими листами. Появились сообщения о том, что доработка конструкции потребует дополнительных денег. Но главный футбольный функционер страны Виталий Мутко говорит, что все будет решено без увеличения затрат. Это так, конечно, подается. Речь идет, конечно, о определенных вибрационных процессах, но это так профессиональный строительный язык. Я думаю, что профессионалы понимают, что такая глыба раскачиваться не может. Просто речь идет о том, что это поле, конечно, оно на соответствующих нестабильной основе закатываются стадионы. Естественно, там требуют определенные усиления. Сейчас технические решения, они будут найдены. И вице-премьер, и субподрядчики уверяют, что долгострой на этот раз будет сдан к установленному сроку, а это конец декабря. «Зенит-арену» строят уже 10 лет. В 2006 году глава спорткомитета Петербурга Вячеслав Чазов говорил, что на 100% уверен, что в 2009-м «Зенит» будет играть на новом стадионе. Тогда стоимость проекта оценивалась чуть больше, чем в 6,5 миллиардов рублей. С тех пор сроки сдачи неоднократно переносились, а стоимость сооружения росла. Сейчас она подбирается к отметке в 40 миллиардов, и «Зенит-арена» претендует на звание одного из самых дорогих стадионов в мире.